Аслан Георгиев Абжани Гвабзере Таглазаша Ану Шура Хайнаркн, парламента депутатша, а прокуратура Хада Анапе Янырцет, Уизовка Заилка Аразы, Агватарам Япыргарц, Апсына прокуратура Хада Хатарнакца, Руслот Вир коллега Царыцр Харана, Аслан Бжани Дахишто Ахушпирте Ятайт, а Хакимчей Изайгу и Тинхачей и Раззай. В ходе исполнения запроса об оказании правовой помощи вышеуказанной следственной группой было инициировано выполнение всех необходимых процессуальных действий, направленных на получение заверенной копии истории болезни Бжани Аслана Георгиевича. Однако, согласно ответу от 21 мая 2019 года, исходящий номер здесь указан, главного врача городской клинической больницы имени Буянова следует, что администрации больницы не усматриваются основания, допускающие предоставление копии истории болезни пациента Бжани Аслана Георгиевича, сославшись на то, что в соответствии с статьей 13 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации и указа президента Российской Федерации от 6.03.1997 об утверждении перечня сведений конфиденциального характера, сведения о факте обращения гражданина за оказание медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также иные сведения, полученные при его лечении и обследовании, составляют врачебную тайну. Одновременно с изложенным в этом же ответе с согласия пациента Бжани Аслана Георгиевича был сообщен его клинический диагноз – острая моторная и сенсорная полинейропатия, подтип синдрома Гиена-Барре с тетрапорезом, вовлечением черепных нервов, бульбарным синдромом, дыхательными и вегетативными нарушениями. При повторном запросе уже 30 мая о предоставлении заверенной копии истории болезни пациента Бжани Аслана Георгиевича, необходимой для проведения соответствующей судебно-медицинской экспертизы, главврачом городской клинической больницы имени Буянова вновь было отказано в предоставлении следственным органам запрашиваемой информации. При этом согласие пациента Бжани Аслана Георгиевича администрация больницы предоставила заверенную копию консилиума врачей и копию справки о результатах химико-токсикологических исследований. Согласно же содержанию вышеуказанных документов, консилиум врачей пришел к выводу, что состояние больного Бжани Аслана Георгиевича тяжелое, обусловлено острой воспалительной демиелинизирующей полинейропатией с тетрапорезом, с вовлечением черепных нервов, бульбарным синдромом, дыхательными вегетативными нарушениями, дыхательной недостаточностью на фоне двухсторонней аспирационной низокомиальной пневмонии. А вопрос о возможном перенесенном остром отравлении на данном этапе лечения пациента был снят. Консилиум состоялся 19 апреля 2019 года. Ишсока кали убаски хейт Аслан Бжани зыкчоз ражо корыла яра Москван пишвача дана и пылаз анай саюника дазгаз зус сушырзымдырва. Язгвейтей дара аюджаги иргуши баапсхаз рышшыр хуштвоз Москва. 21 мая из Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова получены копии медицинских карт пациентов Бжани Левана Дмитриевича и Дарсалия Кесова-Валиковича, в соответствии с которыми обоим установлены схожие клинические диагнозы – миостеноподобный синдром, декомпенсация. Обоснование диагноза на основе жалоб и данных анамнеза, острое начало после употребления некачественных продуктов, клинической картины миостеноподобного синдрома. При этом нельзя исключить отравление токсином ботулизма. В целях уточнения вышеуказанных клинических диагнозов 23 мая 2009 года опрошена лечащий врач Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, которая сообщила, что при неврологическом осмотре у пациентов Бжани Левана Дмитриевича и Дарсалия Кесова-Валиковича были выявлены признаки поражения нервной системы, мышц, поднимающих веки, мышц разгибательной шеи, нарушения фонации. Проведя клинический неврологический осмотр пациентов Бжани и Дарсалия, был выставлен диагноз миостеноподобный синдром ввиду схожести клинической картины болезни Бжани и Дарсалия, а также редкости вышеуказанных проявлений. Приходит к выводу, что вышеуказанное заболевание может быть спровоцировано каким-либо токсином, повреждающим нервную систему, в том числе токсином ботулизма. Однако доказать или опровергнуть наличие возбудителя в организме Бжани и Дарсалия не представилось возможным, поскольку подобное исследование должно проводиться в острейшем периоде. Ботулистический токсин вырабатывается возбудителями ботулизма, относятся к анаэробным бактериям, то есть живущим в бескислородной среде. Аслан Бжани чимаз разыхказ по Германии пи хакимча рулкааквей, Москва пи хакимча ища кудригыла за диагнози эйкшом. Ишсока кали яжу корыла, усла сылыс и калалойт рехейт руслот пи хакимча. А прокуратура хада хатарнакса Аслан Бжани гвамзира за депутатша и кудригыла за заара квартак карзейт. Ирхейт хапхака хаккус ишрыму абсент пи хакимча злаху а комплекс комиссия пцара. Аслан Георгиев гвамзира за хказаша кургыла раза. А прокуратура хада хапхака аусураяц нацойда депутат шериртаз анапнца анак зараза. Дауринов Ильдар Дамиров, Руслан Орлов, Апсвадили Хапшра.